1 сентября не за горами, а вопросов у студентов и их родителей остается еще много. И самый часто задаваемый из них – в каком режиме стартует обучение в вузах КОМИ – традиционном или дистанционном? И здесь ответ у ректоров однозначный. Учебный год высшие учебные заведения КОМИ начинают в обычном формате, но с некоторыми существенными поправками. Всякие мероприятия, которые предусматривают большое скопление студентов, они будут исключены в наших мероприятиях. Но это не означает, что мы не можем, например, встречаться малыми группами или на улице тоже небольшими группами. Важно, чтобы 1 сентября это был праздник. Праздник для первокурсников, праздник для студентов. И важно даже вот в этих условиях создать соответствующую обстановку. Только в Сыктывкарском госуниверситете первокурсников 1600 человек. Линейки для них пройдут на улице, по институтам. Самое главное требование – студент или педагог с малейшими признаками недомогания ни в коем случае не должен появляться в учебном заведении. Для всех остальных вуз уже закупает маски, санитайзеры для рук и средства дезинфекции для помещений. Только преподаватель во время лекции может не надевать на себя средства защиты, при этом выдерживая социальную дистанцию. Ее же должны соблюдать и все остальные. Вот почему во всех вузах республики сейчас составляют расписание таким образом, чтобы межинститутские общения были минимальны. Расписание будет сделано таким образом, чтобы в меньшей степени переходили где-то из корпусов в корпуса и из аудитории в аудиторию. То есть будет подстраиваться таким образом, чтобы, например, группа зашла в аудиторию и преподаватели ходят к ним в группу. То есть вот как раньше, помните, в начальной школе. Аналогичная ситуация и с общежитиями. Они закрыты для посторонних лиц. А для студентов из-за границы уже готовы обсерваторы. В них иностранные граждане должны провести 2 недели, прежде чем приступят к учебе. Особое внимание преподавателям от 65 лет и старше. В силу возраста Роспотребнадзором им рекомендовано по возможности оставаться дома. Таковых в наших вузах достаточно внушительное количество. 5-я часть спецсостава в СГУ и почти треть в Ухтинском университете. Причем все они, как правило, доктора наук с огромным опытом, который так полезен будущим специалистам. Впрочем, передавать свои знания студентам они вполне смогут. Причем качественно. Здесь-то на выручку и придут дистанционные технологии. Прошлый семестр нам дал возможность апробировать дистанционное обучение полностью, но мы воспользовались летним периодом и закупили оборудование, которое позволяет уже вести онлайн-лекции непосредственно в аудиторию с хорошим качеством звука, с хорошим изображением, с возможностью задать вопросы, откорректировать. Поэтому этот сервис будет предоставлен для возрастных преподавателей. А вот набраться практических навыков студентам, по крайней мере, Ухтинского вуза, будет непросто. Производственная практика все так же недоступна. А все потому, что все предприятия-партнеры вуза переведены на закрытый режим работы из-за пандемии. Поэтому пока прикладные занятия будут проводиться в самом вузе. Особое внимание все участники круглого стола обращают и на важность вакцинации. Причем не только от коронавируса, вакцина от которого, по предварительным данным, начнет поступать лишь в октябре. Важно обезопасить себя даже раньше от еще одной, но уже сезонной напасти гриппа. Привиться от него можно будет уже с начала сентября. Любовь Лапина, Лика Стромин, телеканал Юрган.